тамошобинони азиз, шумо барномаи Салом Хуҷатро тамошо карда истодед ва хеле ки пеш аз реклама шумо тамошо кардед ва дидед дар меҳмонии мо имрӯз Саидмурод Давлатов ҳастанд, муаллифи китоб силсила асарҳои фалсафаи мурча. Ва мо имрӯз дар бахши робита бо Саидмурод Давлатов суҳбат дорем ва ҳатман тамосҳои шумо, зангҳои телефонӣ ва саволҳои шуморо интизор ҳастем. Телефони студияи мо 710 27 37. Такрор мекунам дӯстони азиз, 710 27 37 ва дар студияи мо Саидмурод Давлатов ба суолҳои шумо ҷавоб медиҳад. Занги аввалин. Алло, ассалому алайкум. Алло, ассалому алайкум. Салом алайкум, гӯш мекунем шуморо. устодро ба барномаи шумо хушомад мегӯям. Аввало хеле хубсам ки устод ба барномаи шумо иштирок карда истодам. Ташаккур. як савол доштам ки ман гӯед ва намедонам як дардми сахт хубсам шуд. Ман хафа шудам. Ягон кас ки гап гузоштам гӯед гирам омда меистад яхе. Ҳама аз чӣ сабаб мусаввир бошам? Ҳа. Ман фаҳмидам. Ташаккури зиёд барои суолат. вақте ки дили одам ба ҳамин дили одам чӣ хел аст? Дили одам чӣ қадар дилу нияташ пок бошад, тоза бошад, нозук мешавад. Нозукиш ҳамин аст ки ҳар вақте ки мисол шумо як чизе ки сухане ки гӯш мекунед ва бадани шумо дард мекунад. Ҳамин одам баданаш дард кадом вақт ба дард мекунад? Вақте ки ҳамон ашк аз бадани одам меброяд. Ба вақте ки рехтан мегирад осон аст. Ҳамон буромаданаш важжи карда бадани одама қатъӣ карда мебарад. Анин чӣ гуфта гап? Шумо ҳиссиёттон баланд. Ин нишонаи хуб аст, ин нишонаи бадӣ нест, ин нишонаи гандагӣ нест. Шумо ина просто қабул кардед. Ранге ки мисол якабе ман чӣ ба ин хел. Шумо шарм накунед. Манам гира мекунам. Ман ягон суруди модар гӯш кунам гира мекунам, суруди падар гӯш кунам гира мекунам. Вақте ки аз дур ҳамин ягон калимаи тоҷикӣ гӯш мекунам, ман 22 сол мусофир ҳамин шумо мумкин ки ҳозир тоҷика бинед, ҳеч ҳис намекунед. Не ки вақте ки ман дар мусофири тоҷика мебинам гира мекунам. Ман мардикори тоҷика мебинам гира мекунам. Бовар кунед на? Чӣ ба? Ман ҳамин дарда ҳис мекунам. ин ҳамин хел одаме ки чӣ гум дилаш тоза шуд, дилаш сафед шуд, ҳамин хел мешавад. шумо шукр кунед ки шумо ба худованд ҳамин ҳиссиёта додааст. ин болоравии шумо ҳаст. ин болоравии шумо ҳаст. Шумо не диққат кардастед гапи мана. Барои ҳамон қадар вақте ки мисол ин шумо худотонро маҷбур накунед ки ман бояд гира накунам. ҳамин эмоция ки шумо пайдо мешавад ва берун ба додана ёд гиред. одамо ҷаҳл шуда ғурбат кардан берун метиҳад. шумо бошед нармию дилсӯзия берун ба дода истодед. Зиқ нашад агар оби дида шумо бурад. Ягон мушкиле надорад. ҳаме авлиёҳою ҳаме одамое ки просветлёни шудагианд пайғамбаро ҳамин хел буданд. ҳаме пайғамбаро ҳамин хел буданд. Яъне ашк рехтан ин нишонаи покии қалб аст. Бале. ашк рехтан ин нишонаи тозагии покии қалб аст. ана кун не ки бисёртар шеърҳои ғамгине гӯш накунед. Бисёртар мисол чигом анаин ҳозир ҳамин сурудҳои тоҷикиам бинед бисёраш ғамгинианд. Бисёртар шеърҳои ғамгине гӯш накунед. Бисёртар ҳамин ҳунар меҳратона вай батиед. меҳри зиндагиро зиёдтар кунед. мақсад гузоштана ёд гиред. китоб дар бораи успех бисёр хондана ёд гиред. бисёртар қуръона хонед. пеш мебаравед. Дилатон ки тоза аст пеш мебаравед. Ташаккури зиёд. занги навбатиро қабул мекунем. мутаассифона тоқат накардан то ҷавоб додани мо. дӯстони азиз, бори дигар ман хотиррасонӣ мекунам. 710 27 37 телефони студияи мо. лабай гӯш мекунем шуморо. ассалому алайкум. Ассалому алайкум. рӯзатон бухайр бошад. ва алайкум ассалом. аз они шумо нест. Саидмурод Давлатов як савол доштам. марамат. марҳамат куш. Манада як небольшой кафечки есть. Как я могу расширять свои кафечки? Саидмурод Давлатов. ин кас гуфтанд ки қаҳвахона ба фикрам дорам ва чӣ хел метавонам ки ман кори онро васеътар кунам. бале, агар ки шумо якта қаҳвахона дошта бошед, ин вақте ки шумо ҳава управлят мекунед, шумо ҳаме ҳамон информация медонед. худатон ки мисол управлят карда истодед, роҳбариш ки худатон карда. вақте ки шумо 2 та 3 та 4 та кардед, 2 та 3 та 4 та кардед, ҳамон бизнес модел ва дигар хел мешавад. ва яктакша худатон мисол управлят карданаш осон ай. Не ки вақте ки шумо 4 та 5 та 10 та шуд, ва ҳамон ба илми пешитон ва управлят кардан наметавонед. мана мисол одамо 2 таша мекушод, 3 таша мекушод, баъд кадрови проблема сар мешавад, качество проблема мешавад. Ба бисёро чӣ кор мекунад?
маҳкам мекунад ва гашта мегӯяд ки намешудаст, ман лӯшами якташа мекунам осонтар, иқадар ғурбаташ камтар. Барои чӣ? Барои ки ҳамон علمه که یک تا بیزنس اپراولن میکردن، یک تا قهوه خونه همون مدل قطعی حرکت دارن که 5 تا اپراولن کنن. این خیلی نمیشه، این خیلی تماما نمیشه. برای که شما 3 تا 4 تا 5 تا قهوه خونه کشید چه کردن دونر کن. نگاه کنید شما اوج میلیونر شدن میتوید. سبب چیز است همین فوندامنت میلیونر شدن چیه؟ شما همون راهش یابید که кадом, мисол, на что вы можете зарабатывать, на что. Вы уже поняли, что вы можете вкусные еда давать народу, обеспечить. Вы уже поняли продукт, который вы можете отдавать миру, ценность, которую можете отдавать миру. Вы уже это поняли. Теперь, вот этого надо увеличить. Например, Snickers это делает, Coca-Cola это делает, Mercedes это делает, Adidas это делает, вы тоже делаете сами, Макдональдс это делает. KFC это делает. То есть, на что можно зарабатывать? Сначала надо думать, как это 10 раз увеличить. Потом стратегия составить, как 100 раз увеличить. Потом, как стратегия, как 1000 раз. Здесь вам помогает несколько вещей. Первое – стратегия. Второе – команда. Больше ничего вам не поможет. Стратегия, команда. А чтобы стратегия, команда у вас была, вам нужны знания. از روز 21 تا 25 همین ماه ماه در بهارستان من مینی مستر کلاس میگذارم как раз همین چیزها یاد میدم رفت آموزیدم این چیزا همین جبه زیاد است ممکن 100 کس ممکن 300 تا بیزنسمن بیاد از دولت‌های قزاقستان و روسیه و даже یک بچه است که ممکن آمریکا بیاد اوزه و уже билето омӯхтааст ки кадом вақт ба турӣ биёд ки биём равам отпуск тиҳад натиҳад гуфта ҳамина пурсида истодааст. Нигоҳ кунед аз дигар давлатҳо ҳамин одамо инҷиба омада ман якумин бор дар тоҷикистон ҳамин чиза ташкил карда истодаам барои ҳамин ранг шумо барин бизнесменое ки мехоҳад ки бизнесаш зиёд кунаду не ки ҳамон ба ё дальний момент не получается либо капитал не хватает либо знаний не хватает либо возможностей не хватает. Мы хотим создавать мосты, которые большее количество предпринимателей с разных стран привести, показать нашу культуру, показать нашу, можно сказать, земля, наш народ, чтобы наши предприниматели могли сотрудничество создавать. Это первоначальный наш уже проект. Вот сейчас постепенно она будет увеличиваться. То есть это не обычный бизнес-форум, который человек приходит посторонний, посмотрит, уходит. Нет. Здесь люди, которые симпатизируют наш народ. Благодаря тому, что они 3-5 лет учатся у меня, они приедут именно к этому. Понимаете? Вот это основной суть в чем. Они, когда приедут сюда, они будут симпатизировать нашу культуру. Потому что раз человек деньги платит, учится у меня, как-никак косвенно симпатизирует наш народ, наши страны. И моя задача местным предпринимателям помогать большее количество. У меня есть цель. 1000 предпринимателей помог дойти до финансовой свободы. Хотя бы 100 мультимиллионеров долларов воспитать. За последние 3,5 года с помощью Аллаха 218 бизнесменов у меня индивидуально учатся. Их на состояние некоторые больше 100 миллионов. Их на состояние. Правда. Один из них пришел миллионер ко мне. Он долларовый миллионер пришел. 23 доллара миллионера остальные я сам вырастил. 23 доллара миллионера я сам воспитал за 3,5 года с помощью Аллаха. Поэтому, если у вас есть бизнес, и вы стараетесь, чтобы... Посмотрите, почему Макдональдс по всему миру есть? Почему KFC по всему миру есть? Почему бы нам не сделать что-то такое, как шашлыки худжан там дунёба пайдошева? А почему бы не делать этого? А в этом я помогу вам. Я готов быть слуга этого народа. Только тем ребятам, которые готовы служить нашему народу. Санаои 21-25 ба Баҳористон ташриф оваред ва дар мастер класс аз Саидмурод Давлатов иштирок варзед. Марамат, боз як занги навбатӣ. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Хочу задать вопрос господину Давлатову. Задавайте. Пожалуйста. Вот на мини-мастер-классе вы сказали, что вы будете тренировать по методу суфизма. Чего? То есть имеется в виду здоровье, там же будет какие-то эти по здоровью? Да, смотрите, уроки это... И вот хочу спросить, вот в суфизме, да, как и в любом деле, не обходится без наставника.
Кто был ваш наставник вот в течение, вот в этом, ну, в суфизме? Смотрите, я не занимаюсь суфизмом. Вы не то поняли. Вы действительно не то поняли. Я обучаю... По методике суфизма. Там Нет, сказали, даже что вы методику не изучали показываю. суфизм. Методику даже не обучаю. Это абсолютно неправильная вам информация. Я обучаю, смотрите, я вам чтобы вы четко поняли, что это такое. Чтобы вы осознавали, что это такое, послушайте. Смотрите, я психолог, и я понял несколько важных вещей. Одно из важнейших вещей, которые я понял, это 4 внутренние силы человека. И они притягивают 4 внешние силы. 4 внутренние силы – это как корни дерева, а вверху это плоды. 4 внутренние силы – это первое – тело, разум, душа и дух. Комбинация тела, разум и душа формирует дух. То есть растет у вас уверенность в себе, сила, видение, стратегия и так далее. А вот это 4 внутренние силы притягивают внешние силы. Одно из них это деньги, признание, информация и желание оставаться историей, наследие. Понимаете? А все люди ищут вот это деньги, они хотят, чтобы быть публично известными, они хотят быть очень умными, достижения делать, они хотят оставаться историей. Но они забывают про это 4 внутренние силы. Я обучаю предпринимателя несколько вещей. Почему предприниматель, когда попадет в состояние депрессии, инфаркты, инсульты получает? Почему большинство из них хронически устает потом? То есть он работает, потом под давлением работает, однажды начинает уставать. Поэтому, посмотрите, если ваше тело не выспавшее, ваше тело, если уставшее, ваш разум не могут воспринимать информацию. Он не могут даже делать то, что вы знаете. Есть люди, которые много знаний имеют, но они не верят в себе, поэтому не могут практиковать. А поэтому мы создадим что? Первое обучаю, как стать сильной личностью. Сильная личность и иметь очень сильное здоровье. Вы должны иметь очень сильное здоровье, чтобы вы четко могли профессионализм продвигать. Поэтому моя система в мире вы не найдете. А я его разработал в результате изучения 806 менталитетов, 364 категории, то есть направления религии, которые появились на человечество. В суфизме я изучал, был один из лучших преподавателей по системе Нарбекова 7 лет. В Коканде есть наставник, который я ездил и учился. Коканде, он умер 3 года назад. Он потомки Мухаммада саллаллаху. Он потомки, именно потомки Абдул-Кадри Джилони. Понимаете? Спасибо. Большое вам спасибо за ваш звонок. خب دوستان عزیز بار دیگر تکرار میکنیم تلفن استودیوی ما 710 27 37 است و شما میتوانید زنگ زده با سید مراد دولتوف سوال خود را بدهید. مرحبا گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. صبح بخیر باشه. تشکر زیاد. گوش میکنیم شما را. به سید مراد رجوی هستم. مرحمت. من مادری یک دخترچه که دیتپه کسال دارد. آن رو من با مکتب دادم. مکتب رو ختم کردم. راه میتوند برای دوام حیاتش رو یک شخصی موفق شدم. چی باید کرد؟ برای همین یک مصلحت میدادید. اگر ممکن باشد اگر این روز ساعتی 3 به نزد شما بوده توانم مصلحت داده میتوانید؟ مایلش بیایید بعد از درسم من البته مصلحت میتیم. من خودم خطیب آدم گپ زدم در کار. مایلش برای کار. تشکر زیاد. بیایید. تشکر زیاد. تلفن استودیوی ما 710 27 37 تماشابینان عزیز و امروز در برنامه سحری سلام خوجند مهمان ما سید مراد دولتوف هستند. الو السلام علیکم. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. Abi ustoda yaxshi savolim bor. Marhamat. Men bir bozorda savdo میکنم گوید. هیچ پیشروی نیست. پیشروی نیست. پول زیاد نشده ایستاده است. فروشی برودو پولش خونو در اونجا صرف شده دومشه. چند سال باز بازار با کار میکنی؟ 3 سال. با 20 سال دیگه هم کار کنید همینجی دیگه نمیشه. حالا چه برام این مشکلی؟ شما کتاب من پول یافته خونید، کتاب من پول یافته خونید سیستم است. سیستم کار فرمید. من همین چی من همین کیسی که در دست من هست این پوتیودیتل $1 میلیون.
Ман ҳамин чизе ки ман дар дастам дорам 2 миллион экземпляр фурӯхта шудагай. 2 миллион одам хатоӣ намекунад бачаҳо. زیاد از نیم میلیون آدمای ما یاد دادیم. دقت کنید خلق ما با یک خاراکتر نوعش هست که 50%ش اگر گفت که همین این در حقیقت این چیز بهترین 50%ش میگن که این سفسطه است. انا همین ویو با مشای میکند برای پیشرویشون شما من همین میوبید میخونید. اگر که خواهید که در حقیقت کارتون پیش رود همین هفته میخونید. روز پگاه فردا امروز ساعت 15 در سوخدیون тренинг сохранить при умножении денег. 18 май ساعت 9. 18 май ساعت 9 ба анамин дарс ба биёед. Пула каллатун ба мондана ёд гиред. Дар тарабхонаи Суғдиён. То пула каллатун ба мондана ёд нагиред, кортун пеш намерад. Ҳамин тренинг ба биёед. گوش کنید همین ترینینگ بیاد خدا خواهد از 30% تا 500% درآمدتون زیاد میشه در یک سال. این تجربه که من دیده استادم چشم خودم قطعی هر روز کنیش ما ترینینگ های ما کدوم آدم با یاردم میکنه همون آدمی که دل صاف قطعی و خواند و تجربه وای کند چی گم عمل کند گفتگی ما عمل کند نه شما خواند و کار خودتون نکنید نمیشه. همون как вы действуете получите такой результат. Успех стоит за отношения. Как вы относитесь получите такой результат. Это везде. Как вы относитесь к своей жене, жена так уважает вас. Как вы относитесь к своему здоровью, здоровье таким становится. Поэтому очень важную роль играет. Если вы учитесь, это тоже ваше отношение к вашим будущим. Если вы не учитесь, это тоже ваш выбор. Это ваше решение, что вы приняли решение, что я не хочу учиться. Смотрите, ребята, наша жизнь – это результат наших решений. Долги, которые вы имеете, вы сами брали их. Семья, в которой вы живете, это вы женились на нее. Это вы так хотели. Бизнес, который вы занимаетесь, это вы так хотели. Если даже ничем не занимаетесь, это вы приняли решение ничем не заниматься. Видите, на все влияет ваше понимание. برای همین اگر خواهید که وضعیت دیگر شود حتما با آموزش مشغول شدن در کار است. بعد صحبت ما نوار реклама پخش می شود از ترینینگ های سید مراد دولتов. حتما در همونجا رقم تلفن نوشته شده است، اون رو نوشته گیرید و حتما از 17 18 و 19 مای در بیزنس ترینینگ های سید مراد دولتов اشتراک کنید. مرحمت، السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. کمتر بلندتر سخن کنید اگر ممکن باشد. گوش میکنیم شما. یک سوال داشتم استاد. مرحمت. همین مسئله بچه ها چخیل مبلغ جمع کردن یاددادن و اکسخان میکردن. قنزنید. شما یگان کتاب من شما خوندگی می؟ جای خوندگی؟ یگان کتاب من شما خوندگی یا نه؟ نه نخوندم. شما نباشد کتاب من یابید نامش کتاب مای گنیال ربیان گفتگی کتابم است. هوا گرفته خوانید. ما اونجا یک چند تا سیستم ها دادگی این کتاب با. من یک تا کارتکش میگم شما با. من چه خیلی که فرزندای خودم با یاد میتیم همه خیلی میگم شما من چه خیلی میکنم. من فرزندام با تو است روسی گم میزنم خفه نشیم مالش برای که آسان دقت کرده برای نگاه کنین. Внимание обратите. Что надо ребенку в первую очередь в его сознание вкладывать? Несколько вещей. Трудиться выгодно, умным быть выгодно, образованным быть выгодно, стремиться самостоятельным быть выгодно. Четкая система финансовой дисциплины и систематичный подход управления своим финансовым положением выгодно. И с самого детства этого надо научить. Там в книге «Мой гениальный ребенок» я очень много даю технологий, то есть практические занятия, чем надо, как это обучать. Одно из примеров скажу. Я как делаю с своими детьми? Каждой пятерке я обучаю 100 сом. Это кыргызский сом. 100 сом. Каждую пятерку обучаю. Вы внимание обратите. А потом, когда 10 накапливают, я добавлю одно из них бонусом. То есть это означает, что когда 10 накопил, 11 он имеет право потратить на себя. Это ребенок накапливает, на 11 себе потратит. А потом, проходит через некоторое время, месяц, 2 месяца, если я вижу, что эти деньги, которые у него есть, он не потратил, добавлю еще 10% бонуса. Это я вкладываю в сознание ребенка то, что сохранить деньги всегда выгодно. Капитал всегда приумножается. Он из самого детства уже понимает, что капитал приумножается. Вот, мой ребенок, сейчас моя дочка учится в 4 классе, в 3 классе даже, она мне говорит, папа говорит, я хочу поехать с тобой, говорит, в Таджикистан. Я говорю, хорошо, а что ты хочешь делать? Она говорит, купи мне, пожалуйста, вот это аппарат, который, это
коктейли делают. А у меня, говорит, половина денег есть, половина не хватает, спонсируй меня, пожалуйста. Это слово до слов, которые она мне говорит. Я даже не знаю. Я говорю, где ты этого научилась? Она говорит, я ходила на курс, как это делать, я научилась этому. Она ходит на курсы, как торты делать. Третий курс, третий класс. Она учится у меня в Оксфорде. И я специально платил, чтобы я обучал их. И она ходит туда, и она мне говорит, я ходила туда-сюда, говорит, я училась, как делать торты, я училась, как делать коктейли, я училась делать это. И у меня есть денег и капитал, который я хочу вложить туда, на оборудование для этого. Но у меня не хватает, а ты меня спонсируй. Я тебе через пятерки закрою этого в течение полугода. Представляете? То есть в голове ребенка надо этому закладывать из самого детства. Самая важная вещь обучайте детям – финансовую дисциплину. Поверьте, любой бизнесмен, который не понимает финансовую дисциплину, он все равно банкротится. Дайте ему хоть 100 тысяч долларов, все равно заканчивается банкротство. Не деньги для человека богатым. Человек для богатым те черта, те способности, те навыки, которые есть у богатых людей. Поэтому эти способности надо из детства своим детям обучать. Просто из детства, чтобы они поняли. Многие люди своих детям что обучают? Деньги это зло, не бери чужое, не связывайся с деньгами, ни в коем случае не делай этого и так далее. Ты хорошо учись, а все остальное я сам сделаю. Ты только учись, я все остальное сам сделаю. Когда он только хорошо учится, не физически не развивается, он станет там хрупким, у него характер слабый. Найдите мою книгу «Мой гениальный ребенок». Вы воспитываете гениального ребенка. Правда. Супер ребенка воспитываете. А она станет вашей гордостью. Дети бывают либо вашей гордостью, либо дети станут вашей горей. Это все зависит от того, как мы здесь сегодня действуем, обучаем их. Если вы действительно любите своего ребенка, его будущее, отправьте его на мои курсы. 12-дневные курсы, которые я обучаю из Секуле. Значит, каждый год 70, иногда до 100 человек приезжают из разных стран мира. Каждый год в Секуле. Я их обучаю. Родители неустанно благодарят мне. Неустанно. Что я там обучаю детей? Как стать лидером? Как найти свою сильную сторону, чтобы сильную сторону раскрыть? Как быть профессионалом? Как управлять деньгами? Как финансовый интеллект формировать? И так далее, и так далее. Это как, знаете, дети отсюда уезжают, у них есть стратегия жизни расписана. Он четко знает, на что потратить свою жизнь. И ему не сломаешь. У него формируется внутренняя сила, которая... Его соблазнами потом не сломаешь, этими водками туда-сюда или этим. Понимаете, если вы не вкладываете в сознание своего ребенка быть сильной личностью, тогда общество забирает у вас ребенка. Общество что вкладывает в голове? Вкладывает того, что его будущее у кого-то там бедность, у кого-то тюрьма, у кого-то наркомания, а сейчас у кого-то интернет более доступный, информация очень сложна. Личность человека сломать сейчас очень легко, потому что соблазнов очень много. خلاصه گپم این که اگر شما فکر فرزند خود را با چیزی سازنده اگر غنی نگردانید چیزهای بسیاری هستند که در زمان معاصر از آن جمله در اینترنت و در دیگر رسانه‌های اخبار عموم میتوانند این فضای خالگی معنی سری فرزند شما را اشغال کنند. برای همین با کتابخوانی مشغول کنید، عادت کنید که آنها کتاب خوانند، دانش آموزند و البته من هم همچون یکی از شاگردان استاد سید مراد دولتов توصیه میدیم که از کتاب‌ها و اثرهای سید مراد دولتов پیوسته استفاده برید. یک چیزی بگم. سه چیزی нишонаи ояндаи инсунас. 3 вещи определяют будущее человека. Запомните их, пожалуйста. 3 вещи. Что ты читаешь, кто твой наставник, с кем ты общаешься, кто твои друзья. Глядя на это 3 вещи, сразу можно узнавать человека, где будет через 10 лет или через 20 лет. Через 50 лет. Его будущее определяется это 3 вещами. Всего лишь 3 вещи. Что ты читаешь, кто твой наставник и кто твои друзья, с кем ты общаешься. Позаботься об этих 3 вещей. И у себя, и у своих детей, и так далее. Всегда позаботьтесь. И тогда, смотрите, потому что все то, что 3 вещи, которые я сказал, заполняет сознание человека. Что у вас в голове, это есть ваше будущее. Внимательно послушайте, когда люди разговаривают. На их словах озвучивается их будущее. Родные мои, земляки, братья и сестры, я говорю вам слова своего сердца сегодня. Берете, используйте, получите плоды однозначно. Не берете, это тоже нормально. Половина из вас будут обсуждать это все. Вместо того, чтобы брать что-то и делать. Разве я вам что-то плохой совет давал?
В прошлый раз один человек мне сказал, Давлатов, это же понятно и так далее. Я говорю, даже если понятно, тебе терпения нету его послушать, потому что ты внутри очень бедный. Внутри у тебя гнев, внутри у тебя фасад, понимаешь, геноя много. Поэтому тебе даже понятия нету, как это понимать. И он мне говорит, ни один богатый других не хочет свои секреты рассказать. Я говорю, чего ты взялась-то? Потому что ты никогда не был богатым, поэтому так думаешь. По-настоящему богатым. Дорогие мои, вот почему я этим занимаюсь. Иногда люди думают, что как будто Давлатов следует какой-то корыстной цели. Я эти вещи говорю для того, чтобы все слушали. Моя философия жизни, у каждого человека должна быть какая-то жизненная карета, какая-то ценность. Вот одна из ценностей, которую я формировал для себя. Я формировал для себя такую ценность, которую соблюдаю. 114 ценностей с моей жизни. Я их расписал. Это те ценности, которые никогда нельзя нарушать. Одно из них, вот она моя философия жизни. Каждый день учиться у земли. Потому что в Коране почитал, что написано, мы создали этот мир для вас примером. И тогда думал, ух ты, значит вокруг меня есть чудо пророка, чудо Бога, я должен это чудо видеть просто. И вот каждый день я тренирую себя быть как земли. Я учусь от земли. Земля для меня настоящий наставник. И я постараюсь отражать это состояние. Что это означает? Земля, любой семена, какая бы ни попадает, она встает и просветает, и начинает светиться, и давать плоды. Это означает, что каждый человек, который меня слышал, хоть разу, хоть через мои книги со мной столкнулся, хоть со мной так лицом к лицом столкнулся, хоть поздоровался со мной хоть разу в жизни, я должен сделать так, чтобы он просветал, он засветился. Он светился, как это цветок, чтобы все его мечты давали плоды, все его талант просветал. Вот чем я занимаюсь. Понимаете, но на земле люди плюнут, на земле люди писают, на земле люди все плохой мусор бросают. Но от земли всегда растет цветы. Понимаете, это первое, что хочу вам сказать. Второе. Когда вы чего-то добьетесь в жизни, помните вторую вещь, которую я сейчас буду говорить. Ни одна река свою воду сам не пьет. Ни одно дерево свои плоды сам не кушает. Солнце не светится и свою теплоту сам не использует. И ни один цветок свой аромат сам не использует. Живите ради других. Служите народу. Служите Богу. Через тот талант, который Бог давал, служите людям, приближайтесь к Богу. Служение. Нету высшей цели, чем служение. Человек, который только работает, чтобы себя живет и кормить, или своих детей обеспечить, или только дом построить, себе машину купить, он забыл, что такое быть человеком. Жить ради других – это естественный закон, требование жизни. Дайте все то, что у вас есть другим. Все свой талант. Все, что у вас есть, поделитесь. Тогда смерть слабо перед вами. Не то, что чья-то критика, не то, что чья-то барьер. Даже вы победите смерть. Смерть не может отнимать от вас доброе дело. Смерть не может отнимать у вас то деяние, которое вы делаете. Делите своей любовью, делите своим временем, делите своей мудростью, делите все то, что у вас есть в этом мире. Только тогда выйдешь за пределы рамка нужды. И ты станешь по-настоящему богатым, по-настоящему мудрым, по-настоящему успешным. Я бы пожелал каждому, кто сегодня слышит меня, чтобы ты жил как цветок. Если ты понял эту ценность, эту философию, о которой я говорил, ты будешь красиво жить, как цветок. Ты будешь, как солнце, всегда светиться. Руками солнце не закрываешь. Будут у тебя люди, которые тебя будут критиковать. Будут люди, которые тебя будут обсуждать. Будут люди, которые сомневаются в твои слова. Но ты будешь светиться и светиться. Будешь всегда на высоте. Потому что ты истину говоришь. И всегда, как река, ты будешь несущей жизни. И это прекрасная жизнь. Счастливая жизнь. Это надо просто понять и делать. Я думаю, что для понимающего человека то, что я говорил, это такой урок. Понимаете, человек 100 лет порой живет, но никогда это не поймет и не задумается об этом.
Это настолько глубокая философия. Дорогие мои, просто послушайте, наберите терпения, эти вещи послушайте и читайте эти книги. И я вам желаю, я ваша слуга, я не вам учитель, я ваша слуга. Если вдруг кому-то из вас эти вещи хоть в чем-то 1% помогут, я буду сказать, что благодаря Аллаха, что дал мне возможность быть слуга своего народа. تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه، برای ملاقات ما با سید مراد دولتوف به آخر میرسد. در آخر من هم در ادامه سخنهای استاد همین چیز را گفته هستم که تا آن جایی که من آموختم و من فهمیدم، دو چیز اساسی انسان را از رشد کردن و از پیش رفتن باز می‌دارد. این پیش از همه ناشکری و بعد شبهه. همین دو چیزی هست که انسان را از پیشروی باز می‌دارد: شبهه کردن و ناشکری کردن. بله. باقی قضاوت از خودتان دوستان عزیز. باور میکنید یا که باور نمیکنید، پیش رفتن میخواهید یا که نمیخواهید، عمل میکنید یا که عمل نمیکنید، هر چیزی که شما فکر میکنید، هر چیزی که شما میکنید، شما با خود میکنید. برای همین انتخاب در دست شما است. از ما فقط صحبت آراستن با استاد، سخنان استاد را به همه شما رسانیدن، به سوالهای شما جواب دادن. باقی انتخاب و اختیار کردن در دست خود شما است. من از نام شما دوستان عزیز، از نام شرکت تلویزیون و رادیو شنوانی آزیا با استاد سید مراد دولتوف عرض سپاس و مینتداری میکنم و بار دیگر در آخر برنامه گفتنی هستم که امروز ساعت 15 در طرفخانه سغدیان یک بیزنس واخوری وارداتی با سید مراد دولتوف برگزار میگردد. بعدا فردا سنه 18 مای ساعت 9 در طرفخانه سغدیان بیزنس тренинг در موضوع сохранение и приумножение денег، نگاه داشتن و زیاد کردن پول. و پس فردا سنه 19 مای ساعت 9 در طرفخانه سغدیان در موضوع چگونه باید که نقطه بالای فروش را در ایام کریزیس نایل گشت برگزار میگردد. مرحمت به بیزنس ترینینگ های سید مراد دولتوف. استاد ارجمند، من شخصا از نام خودم به شما عرض سپاس میگویم و به همه توصیه میدیم که کتاب های سید مراد دولتوف را دریافت کنید، بخوانید و برای پیش رفتن، برای بهتر کردن زندگی خود و اطرافیان خود کوشش بخرج دید. تشکر زیاد. سلامت باشید. رحمتی کلان هموطنان عزیز، الی 100 ساله شوید. ما آرزو میکنم که یک روز نه یک روز دست شما من فشرده ببینم و بگم که شما ما بگویید که معلم همون گفتگیتون رو من کردم و همین من به یک نتیجه داد. این بهترین چی گم تحفه برای من است. وقتی که من ایرپورتو با میبیان آدما بعضی وقت وا میخورن میگن معلم کتابتون خوندم همین خیلی رزولت دیدم. وقتی یک روز مغازین بدارم یک زنگ اومده دستم گرفته گیره کرده استاد است. مغازین فرانسه بیشکک با میگه من 18 سال قرض بودم. عذابی که من داشتم این عذاب هیچ نه. همین درسای شما من از تای قرض برآورد. من شب و روز دعاگوی شما هستم. وقتی که همین چیزا میبینید کو это окупает все боли, все трудности. برای من آرزو دارم که شما موفق شوید و من بزرگتر شوید و نام مردم ما، خلق ما در تمام دنیا مشهور کنید. تشکر زیاد. دیگر برنامه های تلویزیونی آزیا ادامه دارند. شاد و پیروز باشید. با شما بخت و سعادت خواهان هستیم. سلامت باشید. تشکر.